Почти 4 года кровопролитной войны унесли у Якутии больше жизней, чем все военные конфликты последних десятилетий вместе взятые. По данным медиазоны, погибли уже 1954 жителя республики. Для сравнения, афганская и обе чеченские войны унесли 58 жизней якутян за 20 лет. Разрыв чудовищный. Якутия – малонаселенный регион, но именно здесь потери оказались одними из самых высоких в стране. Республика стабильно входит в число регионов с наибольшей смертностью на войне на Дальнем Востоке. И за сухими статистическими цифрами – реальные люди, почти 2000 судеб, оборванных раньше времени. С марта 2022 и до ноября 2025 года подтверждено 1907 погибших. Канал «Погибшие из Республики Саха» приводит еще более страшные данные – 2138 человек. Официальная власть по-прежнему молчит, оставляя людям лишь независимые источники как минимальную оценку масштаба трагедии. Кто несет ответственность? Система военкоматов Якутии, которая должна была защищать людей, тоже стала механизмом наживы и принуждения. Военкомы и чиновники, отвечающие за мобилизацию, действуют не в интересах народа, а в интересах системы, которая бросает мужчин на фронт. Они – соучастники трагедии, потому что именно они заставляют подписывать контракты, манипулируют документами, требуют от глав поселений и городов выполнения норм на отправку на войну, давят на семьи военных, создают условия, при которых у людей нет выбора. Ни один из действующих военкомов не понес ответственности за 5 сгоревших заживо отказников в изоляторе Минобороны на Вилюйском переулке, 20А. Ни за незаконные ограничения свободы. Ни за гибель сотен мужчин, которых они фактически отправляли на смерть. Кто платить будет? На днях исполняющий обязанности министра финансов Якутии Иван Алексеев объяснил задержки выплат участникам СВО тем, что невозможно заранее рассчитать бюджет. Когда они заманивали мужчин на войну, они сумели рассчитать бюджет, а вот просчитать, что огромное количество убитых и раненых потребует выплат, якобы нет. Власти недавно увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,7 миллиона рублей. Но деньги закончились буквально сразу. В республике более 30 тысяч участников войны, и нагрузка на бюджет стала критической. Чиновники уже говорят о нехватке средств на льготы для малоимущих. И хотя власть традиционно обещает, деньги найдем, у народа возникает вопрос: за счет чего на этот раз? За счет урезания социальных программ? За счет зарплат? За счет медицины? Или будет вскрыт очередной резервный сундук, чтобы продолжать войну ценой новых жизней? Цена войны. Когда власть видит в мужчинах расходный материал, последствия становятся катастрофическими. Почти каждая смерть – это семья, которая больше не соберется за одним столом. Это дети, которые вырастут без отцов. Это села, где молодые мужчины исчезают быстрее, чем появляются новые. Жителям Якутии нужно говорить правду своим сыновьям. Старшие должны предупреждать молодых о реальных последствиях контрактов. Иначе республика продолжит терять свое будущее. Поклон каждому, кто пытается сохранить своих близких от новой беды. Республика Саха уже заплатила слишком высокую цену за войну, которую развязал сумасшедший кремлевский карлик. И выдержим мы лишь в одном случае, если сумеем защитить своих сыновей от дальнейшего уничтожения.